Добрый день, я Бортницкий Иван, учащийся гимназии номер 1 города Слуцкой Республики Беларусь. Представляю вам работу «Образовательный комплекс. Уроки из космоса о космонавтах» для начальной школы. Наша работа была отмечена дипломом лауреата международных городских чтений 2020 года и также медалью Юрия Алексеевича Гагарина. Руководитель моей работы Максименко Татьяна Евгеньевна, учитель физики. Наша гимназия – это старейшая гимназия на территории всех славянских стран. В 2017 году ей исполнилось 400 лет. Нашу гимназию закончили такие люди, как просветитель Илья Копиевич, составитель первой звездной карты, конструктор Семен Арьевич Косберг и астроном Витольд Церавский. Мы гордимся этими людьми, поэтому и стремятся наши учащиеся изучать космос. А то, что Слуцк – это космическая столица Беларуси, подтверждается на данном видеофрагменте. Выигрывали первенство в наибольшем количестве земляков, имеющих отношение к покорению космоса, Слуцк, безусловно, оказался бы чемпионом. Город Слуцк и Слощино – это уникальный район Беларуси, который является космической столицей Беларуси. Здесь какое-то преломление земной коры произошло. У нас, я посчитал, изучил и нашел, установил свыше 30 человек, уроженцев Слощины, связанные с освоением космонавтики, работой на советский космос, на российский космос и на наш современный белорусский космос. 100 лет назад Витольд Церавский здесь наблюдал. В нашей гимназии ведется активная работа по привлечению учащихся к исследовательской и проектной работе по теме космонавтики. Мы проводим недели космонавтики. На уроках физики наши учащиеся защищают проекты по теме космоса. Также мы встречаемся с людьми, причастными к космосу и космонавтами. А еще учащиеся старших классов проводят викторины для учащихся младших классов. На очередной из таких викторин они начали задавать вопросы о космосе. Когда космонавты прилетают, обычно они ходить не могут, что они там летают. Ну, некоторые получается, как? Мы, конечно же, должны ответить на все эти вопросы. Мы решили создать очередное электронное пособие, которое будет отвечать на вопросы учащихся о космосе. Цель нашей работы – это создание электронного ресурса для знакомства учащихся младших классов с космонавтами и космосом на орбите. Задачи, поставленные в работе – это разработка структуры комплекса, разработка дизайна комплекса, подбор материалов в соответствии с вопросами учащихся и подготовка материалов к публикации на сайте. Гипотеза. Созданное нами электронное пособие поможет повысить интерес учащихся к космосу в целом. Дизайн комплекса. В интернете есть очень много информации, связанной с космосом, и найти то, что вам нужно сразу, бывает очень трудно. Поэтому мы собрали все в один блок. Для того, чтобы ученик заинтересовался, чтобы дочитал самую интересующую его информацию, мы считаем, у него должен быть свой некий образ, будь то человек в космосе или космический корабль. Так, например, когда слушатель слышит о том, что космонавты выходят под музыку Второго дома перед полетом, то опережая докладчика, желают они эту музыку услышать. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Мы знаем, что потенциальными посетителями нашего сайта и пособия станут учащиеся нашей гимназии, классные руководители и случайные посетители или гости сайта. Перейдем к самому образовательному комплексу «Уроки из космоса о космонавтах» для начальной школы. Для разработки нашего электронного пособия были использованы возможности программ Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. Я покажу вам, как работает структура нашего электронного ресурса. Для того, чтобы перейти на интересующий нас раздел, мы должны нажать на его название. Переходим в этот раздел, пролистываем слайды и ознакомимся с интересующей нас информацией. Для того, чтобы вернуться обратно, мы должны нажать на домик в нижнем левом углу экрана. Дизайн нашего электронного пособия достаточно прост. Это хорошо для посетителей нашего сайта. И первое, что они видят, это надпись «Это таинственный космос» с указанием на разделы пособия. У нас содержатся презентации, викторины и видеоматериалы по теме космоса и космонавты. Я поподробнее остановлюсь на фрагменте из презентации «Мир космоса» и как туда попасть от 11 Б. В январе на мероприятии, посвященном Дню науки, был проведен урок учащимся 11 Б класса, на котором они рассказали учащимся младших классов о космосе. Также ответили на их вопросы. Сам урок проходил так. Маленький начинает рисовать цветочек. Видите? Это потому, что спрашивает время движения Земли. Самолет. Работу гравитации заключенных в задней части аппарата. О результате нашей работы вы можете судить по лицам ребят на этой фотографии. После окончания урока малышам было дано новое задание – подготовить новые вопросы к Дню космонавтики и также самим немножко рассказать о космосе старшим. Даже еда была. Но они могли перевозить не только грузы, но и людей на другие базы. Также у нас в содержании имеются презентации, такие как профессия космонавт, с чего начинался космос, история развития космонавтики, жизнь космонавтов на борту МКС, зачем летать в космос, как готовят космонавтов. В разделе «Викторины и тест» у нас содержатся викторины, такие как, например, «Знаешь ли ты космос?», викторина о космосе для начальной школы. Как работает наша викторина, я покажу вам на примере одной из них. Переходим в нее и
Сначала мы задаем вопрос. Нам даются варианты ответов. Мы отвечаем. Если же отвечаем правильно, то правильный ответ выделяется. Но что же будет, если мы ответим неправильно? Разберем на примере этого вопроса. К примеру, ответим Великобритания. Но нам покажут, что правильный ответ на самом деле был... В разделе «Видеоматериалы» у нас содержатся видеофильмы для детей о космосе. Нажимая на ссылки, мы переходим в интернет-ресурсы для просмотра интересующего нас видеоматериала. Практическая значимость нашего проекта заключается в том, что знакомство с нашей работой значительно повышает знания о космосе учащихся. Мы провели опросы в нашей гимназии номер 1, в средней школе номер 4 города Гагарина и в гимназии номер 1 города Гагарина. И как вы видите по этим диаграммам, видно, что знания о космосе учащихся значительно повысились. Созданный нами электронный ресурс способствует привлечению внимания к изучению основ астрономии и космических знаний, создает мотивацию и стимулирует интерес к научным исследованиям и практическому применению полученных знаний. Заключение. В процессе выполнения работы мы разработали структуру электронного ресурса для изучения вопросов космонавтики, создали информационно-методическое обеспечение для учителей и учащихся и разработали дизайн нашего интернет-ресурса. Направление использования интернет-ресурса на ближайшие годы – это дальнейшее привлечение учащихся к участию в исследовательских работах, информирование окружающих о результативности наших работ и разработка и размещение методических и учебных материалов по астрономии и космонавтике на нашем сайте. Список использованных источников вы видите на этом слайде. А о результативности наших работ вы можете смотреть Астронавты фантазер, наш учитель астроном, наша школа, космодром.